70% республики Коми занимают леса, 15% болота. А в любой сказке действие происходит либо в лесу, либо на болоте. Именно поэтому в нашей республике просто запредельное количество мифических, легендарных и таинственных мест. Эти ребята верят в чудеса. Их путешествия по самым глухим местам республики отправились именно в поисках интересных историй. На своем УАЗе добрались до Усть-Вымского и Карткировского районов. Там несколько недель плутали по лесам и рощам. Общались с местными жителями. Большинство легенд узнали именно от них. Сейчас мы находимся в деревне Желты. Местная достопримечательность – это огромный камень, который обладает такими подземными размерами, что когда мужики пытались его откопать, они не смогли найти его дно. Он очень глубоко уходит под землю, словно айсберг. Одна из фишек этого камня, что он снимает усталость, если вы на нем посидите даже 10 секунд. Наверное, многие в деревне здесь этим пользуются, именно поэтому у них такие хорошие, крепенькие дома, много сил бревна таскать. Автор видеороликов Никита Белоусов в этом году закончил учебу в Московском государственном институте культуры. Теперь применяет знания не только в работе, но и на отдыхе. Это огромный опыт, конечно, это очень интересно, это выездные съемки там, по лесу, где-то в УАЗике сидеть, снимать, бояться медведей и так далее. Но, то есть по учебе это у меня не было такого задания, прям просто очень давно хотелось что-то такое сделать. В инициативной группе всего 3 ребят. Сам Никита, Денис и Эльвира. Девушка, к слову, тоже учится в столице. В Институте культуры получает актерские навыки. Желтинский камень из поездки ей запомнился больше всего. На самом деле я никогда бы даже не подумала, что где-то рядышком поблизости есть такое место. Оно считается священным. То есть ходит поверье, что если, например, девушка не может забеременеть, то она сядет на этот камень и, то есть, все будет. Случаются чудеса. Идея о подобных съемках назрела у ребят давно. Уж очень много рассказов о таинственных местах слышали они от местных рыбаков, грибников и просто туристов. А еще с информацией помогали краеведы. Ездили специально даже в музей, общались с работниками музея. Они нам в этом очень помогли, спасибо им в этом большое. Вот так у прохожих узнавали, где находится это место, как до него добраться. И, конечно же, у бабушек Дениса и Никиты. Они очень много об этих местах знают, потому что там родились. За исключением пары композиций, все музыкальное сопровождение сделано специально для карты легенд. Исполнители – студенты театрального института имени Щукина. Интересно, что все они родом из Коми. Там ребята из Ижмы и Сыктывкара, мы с ними встретились в Москве. До этого не были знакомы, мне их посоветовали, они оказались очень классными ребятами. Мы встретились тут тоже недалеко в лесу, где тихо, где только, может, птички щебечут, чтобы не было слышно разных там звуков машин и так далее. И записали прям стоя в лесу, они напели мне разные, я даже не знаю, что это, песни, какие-то шаманские песнопения, весь этот саундтрек исполнен этими ребятами. Каждая легенда сопровождается иллюстрациями. Их создавала жена автора Анастасия Белоусова. Выпускница гимназии искусств при главе Коми, студентка столичного университета дизайна и технологий. Есть на изображениях даже знаменитый Картайка, герой Коми-легенд. В лесах близ Карткируса молодые люди нашли его малый трон из деревьев. Долгая поездка не обошлась и без трудностей. Увязшая в грязи машина, скромная еда. Говорят, все сюжеты снимали за свои студенческие накопления. К следующему сезону, который ребята еще обязательно планируют отснять, придется искать спонсоров. Впереди масса таинственных мест, где их команда еще не бывала. Карта легенд Республики Коми только начала заполняться. Любовь Филиппова, Олег Юшков, телеканал Юрган.